От молодежи всегда ждут креативных идей и нестандартных подходов к тем или иным вопросам. Вот и состоявшийся прием граждан, инициированный заместителем министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Русламом Хабибовым, прошел в непривычном формате. Вместо очереди в коридоре и приеме посетителей по одному все записавшиеся на встречу были собраны за круглым столом, что позволило горожанам пообщаться с республиканскими властями практически в неофициальной и дружеской атмосфере. У меня 5 вопросов, пойду по нарастающей. Педагогические работники спортивных учреждений, которые находятся под ведомством Министерства спорта и молодежной политики, на данный момент не имеют возможности где бы повышать квалификацию. Вот лет 15 назад мне тоже посчастливилось разрабатывать первое временное положение об аттестации именно работников молодежной сферы. И потом это временное положение переросло, значит, постановление правительства и стало положение об аттестации педагогических работников сферы молодежной политики. Вот. Значит, в спорте у нас были, или так скажем так, может быть, начались вопросы после того, как в соответствии с новым законом, хотя он был принят в 2005 году, закон об образовании, аттестацию Министерства образования должно проводить только педагогических работников сферы образования. Со своими вопросами к замминистра обратились более 15 человек. Сфера интересовавших горожан проблем касалась не только спорта и молодежной политики, но и общественной жизни, политики государства. Как отметил Руслан Тагирович, прием прошел в позитивном ключе. Сибайцы показали свою заинтересованность в развитии города. Ирина Оренбургина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.